повестку дня вынесен вопрос. Мартовские, апрельские, октябрьская революция. Я бы подошел к этому термину очень осторожно, потому что революция подразумевает коренную смену общественно-экономической формации. У нас как таковой революции не было ни разу. Потому что, по сути, это было, с точки зрения юридической, имел место насильственный захват власти, который сопровождался перестрелкой, захватом цитадели власти Белого дома все 3 раза. Просто единственное количество жертв разное. В том числе в последние октябрьские события, вы тоже помните, что погиб один молодой человек, и мы получили тяжкие телесные повреждения сотни демонстрантов и сотни работников правоохранительных органов. Поэтому я думаю, что как таковой революции у нас в стране не было. Это первое. Есть в политологии такое понятие, что если какое-то важное событие произошло 1 раз, это может быть случайность. Если 2 раза, это уже явление. А если 3 раза подряд, это уже закономерность. Поэтому я думаю, что нам нужно глубоко проанализировать причины возникновения этих событий и извлечь уроки. К сожалению, этого сделано не было. В чем проблема? Проблема в том, что я согласен с выступающими, и Федор Ошибаевичем тоже, мы не искоренили причины, условия, порождающие эти насильственный захват власти. Потому что, как таковой, я склоняюсь к мысли, это мое личное мнение, внедренная в кыргызское общество либерально-демократическая модель устройства, которую мы приняли после независимости, с принятием первой конституции, она полностью себя дискредитировала. В результате мы оказались там, где мы сейчас. Нам нужно прекратить жить по чужим матрицам. Нам навязывали экономическую политику Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Нам внедрили в сознание чужие ценности, которые нам абсолютно неприемлемы. Либеральные ценности, вы знаете, там, родитель номер 1, номер 2, ЛГБТ и прочие вещи, которые для кыргызского общества абсолютно неприемлемы. Под флагом феминизации нам стали навязывать не разрушать наши семейные ценности. То есть вот движение так называемых феминистов, феминали, я там останавливаться не буду. Я считаю, что нам нужно прекратить жить по чужим матрицам, чужим умом. Нам нужно, по сути, мы кыргызы, мы очень древняя нация, у нас есть свои ценности, свои ориентиры, поэтому в этом смысле я поддерживаю конституционную реформу, потому что та модель, по которой мы живем, она тупиковая. Она трижды привела к насильственному захвату власти. Если мы эту матрицу не изменим, мы не откажемся, у нас такие события будут повторяться. Теперь, что касается сегодняшней повестки дня. Я думаю, что главным трендом, вектором сегодняшних действий властей является отвлечение внимания общества от острых проблем, прежде всего в сфере экономики и в сфере обеспечения здравоохранения. Что я имею в виду? Как ни крути, по факту имеет место кризисное явление в экономике. Это резкий неконтролируемый рост цен на продовольствие и в первую очередь товары первой необходимости, которые сразу коснутся социально уязвимых слоев населения. Уже в сельской местности, по поступающим сведениям, владельцы коммерческих магазинов перестали выдавать продукты питания под запись, потому что они видят, что превышаются все пределы, и просто народу будет нечем платить. Это первое. Второе. Налицо у нас так называемый энергетический кризис. Мы имеем максимальное снижение уровня воды в Токтагульском водохранилище. Мы имеем неконтролируемый рост цен на ГСМ и на энергоносители. Это, соответственно, приведет к повышению цен вообще стоимости жизни. Я тоже интервью давал. У нас в стране через неделю, через 2 резко проявит себя так называемый паспортный кризис. То есть к тому, что есть продовольственный, топливный, еще добавится кризис невозможности получения заграничных паспортов. Это условие, то, что мы страна мигрантов, это тоже вызовет негативную реакцию. И самый острый вопрос – это невнятная политика нашего правительства в отношении пандемии коронавирусной инфекции. Вы просто посмотрите последовательно на выступление нашего министра здравоохранения и социального развития. Он уже 4 поменял свое мнение. Вначале нам пели сказку, что мы получим американскую вакцину Pfizer, потом сказали, что по программе COVAX получим
AstraZeneca 1 200 000. Потом нам сказали, что мы российскую вакцину получим. В итоге получили китайскую вакцину. Ее сейчас, понятно, что сейчас идет так называемая вакцинная война. Ее попытка дискредитировать уже предпринята. Как в том анекдоте, ложки нашлись, а осадок остался. То же самое в отношении китайской вакцины. Многие уже медики отказываются от ее вакцинации. Я думаю, что есть научные формы, что пока не будет коллективный иммунитет, то есть 60-70% населения либо не переболеют, либо не получат вакцины, мы борьбу с ковидом не закончим. И вот на этом фоне я лично как гражданин не вижу вообще, есть у нас в стране четко выверенная, внятная политика по борьбе с этой коронавирусной инфекцией. Потому что, как ни крути, на фоне этих острых кризисных явлений, второй локдаун, то есть карантинные меры, мы не выдержим просто. Народ просто выйдет на улицу, и, грубо говоря, у нас будет иметь место голодный бунт. Безусловно, извлекать уроки надо из событий. Это печальные события в нашей истории, но я думаю, нам нужно сейчас повестку дня повернуть в другую сторону. Не отвечать на вопрос, кто виноват, а отвечать на вопрос, что делать надо. Если мы повестку не повернем в сторону консолидации общества, в сторону созидательной мер и работы, то мы приведем к тому, что эти события могут в ближайшее время повториться. Безусловно, я за решение приграничных вопросов. Я за то, чтобы найти, наказать виновных в этих событиях. Потому что, почему у нас происходят революции? Потому что мы не соблюдаем основополагающий принцип правового государства. Это неотвратимость наказания. Оскар Акаевич, его клан, в результате семейно-кланного управления, кто-нибудь из них был наказан? Нет. Он преуспевает, живет в Москве спокойно, никто его не наказал. Курманбек Салихович Бакиев и его клан, кто-нибудь из его ближайшего окружения привлечет к его ответственности? Нет. Они процветают в Минске, супруга его возглавляет крупный гостиничный бизнес, наш премьер-министр возглавляет, Даниил Курицкий, да, вот его называют, возглавляет один из крупнейших инвестиционных проектов Китайской Народной Республики в Беларуси с 30-миллиардным бюджетом. Их не наказали. Я думаю, что если, но сейчас не время заниматься этим вопросом. Я за них, вот когда мы решим проблемы экономические, проблемы здравоохранения, вот тогда, наверное, придет время. А сейчас будоражит население, тем более решать вопрос, я как специалист в сфере безопасности скажу так, что проблемы, которые не решались в течение 30 лет, за 3 дня их решить невозможно. Тем более мы имеем дело со странами, которые, я не боюсь, в принципе, чтобы потом не обвинили меня, что у меня панические настроения, они имеют другой военный потенциал, другой экономический потенциал. Это другие цивилизации. Мы представители кочевой цивилизации. Мы, может быть, не так остро и ценно относимся к проблемам территории, воды и прочих, потому что мы все-таки кочевники. А это люди оседлая цивилизация. Они ценят и воду, и землю. Поэтому, я думаю, здесь нам нужно проводить очень осторожную политику. Это может выльется в приграничные конфликты. И самый важный фактор, вот ко всем событиям, которые имеют место в нашей стране, приглядываются крупные геополитические игроки. С севера Российская Федерация, условно, с востока Китайская Народная Республика, с запада американцы, европейцы, и с юга нас подпирают там так называемые страны исламского мира. Мы находимся на геополитическом перекрестке. И поэтому, учитывая вот эти объективные факторы, внешние игроки могут воспользоваться. Их цели понятны. На каком-то круглом столе я говорил, что есть очень большая вероятность использования территории Кыргызской Республики в качестве плацдарма для сдерживания России и Китая. Не секрет, что у нас уйгурский фактор стоит очень остро. Вопросы нахождения американской базы очень остро стоят. Вы просто наблюдали, наверное, к нам 2 раза абсолютно бесцеремонно письмо написала международная правозащитная организация Human Rights с ультимативным требованием к высшему руководству страны отозвать проект Конституции. А наше Министерство иностранных дел никоим образом на это дело не отреагировало. Посол Соединенных Штатов Америки ведет у себя, как будто он находится где-нибудь в штате Флорида и начинает нам диктовать.
Я думаю, что в этих условиях вот нам нужно как никогда консолидироваться. Спасибо за внимание. Я еще раз приношу соболезнования семьям погибших. Я думаю, что все равно, как бы эти печальные события, ну, их отмечать надо, извлекать уроки надо. Спасибо.